Совет молодых ученых при президенте был создан указом Аслана Бжаня 29 марта этого года. Идея создания такого совета возникла после встречи президента с учеными, аспирантами, преподавателями университета, которые принимали участие во втором конгрессе молодых ученых в Сириусе. По завершении конгресса Аслан Бжаня принял всех участников, и именно на данной встрече была озвучена необходимость создания площадки для прямого диалога молодых ученых с президентом. Глава государства поддержал данную инициативу. В состав совета вошли молодые ученые, кандидаты наук, научные сотрудники институтов, преподаватели университета и аспиранты. У нас очень много идей и планов, которые мы хотим реализовать в ближайшее время. По итогам первого заседания Совета молодых ученых, которое прошло 4 апреля, мы уже наметили ряд идей, инициатив, которые также инициировали наши молодые ученые. Ведется работа по этим направлениям. В первую очередь мы активно занимаемся вопросами разработки положения о стипендиальном обеспечении аспирантов. Идет работа по составлению межправительственного соглашения по научно-техническому сотрудничеству Республики Абхазия и Российской Федерации. Ведется также работа по реализации грантовой поддержки молодых ученых. В данную работу планируется привлечь опытных специалистов, чтобы максимально прозрачно отслеживать грант-получателей, отметила Милана Бжаня. Также планируется создание фонда молодых ученых. Мы надеемся, что такой фонд поддержки молодых ученых, он будет создан, потому что мы все прекрасно понимаем, что здесь, помимо всего прочего, финансовая составляющая очень важна для того, чтобы мы понимали, мотивировали, привлекали и для разработок, и для издания каких-то трудов. На все это нужны финансы. В состав совета входят 35 молодых ученых. Будут работать 9 комитетов по разным научным направлениям. Разработали предложения по основным критериям отбора соискателей на президентские стипендии, на стипендию президента. Сейчас проводится работа по составлению критериев на отбор кандидатов президентских научных грантов. Далее хочу отметить, что в течение месяца по каждому комитету будет составлен план их деятельности, каждого комитета. В рамках этого плана от каждого комитета в течение года обязательно проведение научного мероприятия. Это может быть либо конференция, либо круглый стол по актуальной тематике. Далее каждый комитет должен представить в течение года проект, который имеет как научную, так и научно-практическую значимость. 4 апреля произошло первое заседание Совета молодых ученых. И уже на первом заседании были обозначены ряд вопросов, инициатив со стороны наших коллег, членов Совета. И одним из предложений было освещение деятельности СМУ в средствах массовой информации. В частности, коллегами было обозначено, что было бы неплохо освещать деятельность СМУ на сайте президента Республики Абхазия. Точнее, в разработке раздела, создать раздел на сайте президента. Данная инициатива была поддержана главой государства, и на данном этапе идет подготовительная работа технического характера, чтобы раздел на сайте президента, посвященный деятельности СМУ, начал функционировать. Член Совета молодых ученых Ефрем Хакба рассказал об основных целях и задачах организации. Это выработка предложений по совершенствованию и дальнейшему развитию научной и научно-технической деятельности, информирование президента о положении дел в научно-технической сфере, представление к рассмотрению различных предложений по таким вопросам, как совершенствование системы подготовки молодых ученых, разработка важнейших инновационных проектов в сфере научно-технического развития страны, совершенствование реализации государственной политики в сфере науки и образования. Кроме того, Совет призван содействовать общественно полезным молодежным научным инициативам, а также обеспечивать популяризацию научной деятельности. Во исполнении этих задач инициированы те предложения, о которых мы, коллеги, говорили. Это касается и грантов, и стипендий. Также для того, чтобы это все было прозрачно, с правовой точки зрения,
есть у нас такое предложение, когда будет готово положение по вопросам стипендиального обеспечения, мы планируем разместить его в открытом доступе до вступления его в силу, для того, чтобы все заинтересованные стороны и лица могли дать на него свои замечания и предложения. Руководитель администрации президента Абисалом Кварчи отметил, что в Абхазии много образованной молодежи и им нужна поддержка. Я, честно говоря, не знал, что есть, говорю, у нас вот столько молодых ученых, что мы можем создать союз. Ну, я узнал, что у нас не только есть такие прекрасные подготовленные ребята, молодые. Честно говоря, это открытие лично для меня, что столько молодых, интересных, очень глубоких, образованных людей, которые посвятили себя науке. Как вы знаете, наука, она нерентабельная. Это люди самоотверженные, люди, которые преданы науке. И материально, естественно, люди науки всегда им тяжело. Данный совет будет хорошим подспорьем в подготовке научных кадров, отметил президент Академии наук Зураб Джопуа. В Академии наук Абхазии проблема номер один, самая серьезная проблема и в Абхазском государственном университете, во всех наших институтах, это подготовка кадров. Во всех, кстати, областях науки, экономики, хозяйства. Словом, вот этот союз молодых ученых, который создан при президенте Республики Абхазия, мне думается, что станет таким очень хорошим подспорьем вот в этом деле, в подготовке кадров. Очень много молодых ученых находятся, получают образование, остаются в Российской Федерации. К сожалению, потому что нет мотивации для того, чтобы возвращаться в свою страну. И мы должны создать все условия для того, чтобы наши ученые возвращались в страну. Они были нужными, так как они являются действительно нужными и редкими специалистами. Я очень надеюсь, что вот наш Совет молодых ученых при поддержке руководства действительно получит вот такие вот возможности, условия создать для того, чтобы наших ученых уже привлекать и возвращать на родину. Совет молодых ученых является консультативным и совещательным органом при президенте Абхазии, образованным для выработки предложений по совершенствованию и дальнейшему развитию научной и научно-технической деятельности. Лаура Капш, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.